Музыка – неотъемлемая часть нашей жизни. R&B, поп, рок, рэп. Что еще нужно? Клубы, вечеринки, наушники, музыка, музыка, музыка. А что слушаешь ты? Да, именно ты. Общество воспринимает тебя по тому, какую музыку ты слушаешь. Узнавая о твоих предпочтениях, о тебе узнают как о личности. Если ты слушаешь рок, то выглядишь так. Если R&B, так. Если рэп, то так. Потому что, слушая ту или иную музыку, ты ведешь себя соответственно. Ты одеваешься в стиле тех, кто исполняет твою любимую музыку. Ты подражаешь им во всем, ты крут. У тебя есть последний альбом Kid Cudi. Есть неизданные треки Басты и Гуфа. Что еще нужно? Да, я тебя понимаю. А теперь стоп. Давай вспомним, что все это нельзя. И ты не можешь оправдываться и говорить, что ничего не слышал о том, что ислам запрещает слушать такую музыку. И что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил играть на всех инструментах, кроме 3. Что ты на это скажешь? А, да. Ты скажешь, что ничего плохого ведь я не делаю. Я слушаю музыку в своих наушниках у себя дома. Никого не трогаю, никому не мешаю. Я хочу задать тебе один вопрос. Ты помнишь, что ты мусульманин, мусульманка? Конечно же, ты скажешь, да, альхамдулилля. Что ж, давай посмотрим на тебя со стороны. Как ты думаешь, это мусульманка? Посмотрев на тебя, я бы так не сказал. А как насчет азана, который не услышишь за этой громкой музыкой? И ты думаешь, что в такой момент ты вспомнишь о намазе? Я сомневаюсь. А знаешь ли ты, что каждый твой вдох и выдох должен сопровождаться поминанием Аллаха? А здесь скорее поминанием Бейонсе. Мусульманка, разве ты не помнишь, что в своем поведении ты должна быть похожа на Айшу, Фатиму, Хадижу, радиллаху анхунна? Но здесь я схожего с ними не увидел. Подумай, так ли нужны тебе эти танцы дома, у зеркала или с подругами? Ведь каждая мелочь имеет последствия. Сегодня ты танцуешь дома, завтра в клубе, а что будет дальше, думаю, и говорить не стоит. Или ты можешь быть уверена в завтрашнем дне и сказать, что нет, до этого не дойдет? А как же клятва Иблиса, который говорил, что будет сбивать сынов Адама, алейхиссалям, с истинного пути до судного дня? Как говорят ученые, музыка, минуя наш мозг, проникает прямо в душу. И ты тоже это замечала. Когда слушаешь лирическую музыку, хочется грустить, хочется любви и понимания. Под другую музыку хочется бежать, куда глаза глядят. А под третью танцевать до упаду. Странно. Ничего упоминания Аллаха здесь нет. А как быть с теми братьями, которые слушают музыку в своих машинах? Давай посмотрим. Странно. Здесь нет ничего общего с религией. А ты когда-нибудь задумывался, что ты можешь мешать окружающим своей музыкой? И что можешь не услышать предупреждающего сигнала другой машины? И что тогда? Последствия неминуемы. Ученые доказывают, что тот, кто слушает музыку за рулем, более рассеян, невнимателен, и вероятность проехать на запрещенный свет светофора гораздо больше. А ведь и вправду так. Когда играет такая ритмичная музыка, и ты едешь в такт ей, признайся, как же не хочется тормозить и сбивать весь ритм. А ведь это только малая часть вреда, которого приносит прослушивание музыки. Ты мусульманин. Люди берут с тебя пример, учатся у тебя и думают, раз ему можно, почему нельзя мне? Каждый, кто посодействовал греху, будто делом или словом, является его соучастником. И если ты меня спросишь, я тебе отвечу, что нет в этом ничего поощряемого. Ты грешишь сам и помогаешь грешить другим. Ведь все, кто не сядет в твою машину, слушают то, что ты им включишь. А будут ли это аяты священного Корана или бессмысленные песни, выбираешь ты. Твоя жена, мать, сестра, дети, все они слушают в твоей машине то, что слушаешь ты. А что самое плохое, они уже привыкли к этому. И если вдруг музыка не звучит, они просят включить ее. А представь, ведь когда-то ты станешь старше, мудрее. Захочется ли тебе видеть, как твоя дочь выплясывает у зеркала? Как твой сын проезжает на машине и не слышит, что ты зовешь его? Когда в твоем доме всегда вместо Корана, речи Всевышнего Аллаха, будет разрываясь петь какой-то исполнитель. Но ты не сможешь противостоять этому, потому что ты был таким же.
тебе тоже было приятнее слушать музыку, нежели речь Всевышнего Аллаха. Альхамдулиллахи Раббил Аламин. Музыка главным образом рождает лицемерие в сердце человека. Никогда не поздно все исправить. Всегда есть время для толпы. Отбрось все это. Ты не собираешься жить вечно. Как мне сказал один человек, я не хожу в кино, потому что боюсь умереть во время бессмысленного просмотра очередного фильма. А с чем будешь ты, когда с тебя потребует отчет за каждый вдох и выдох? Музыка не придет тебе на помощь и не облегчит твои страдания. Твоим спасением будут слова единобожия ля иляха илlallah. Но ты почему-то произносишь их реже, чем напеваешь любимую песню. А стоит ли мне рассказывать о запретности и о вреде коллективного прослушивания музыки, о танцах в клубах, на концертах, на вечеринках? К чему это приводит? К исламу? К религии? К следованию сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям? Нет. Это приводит к греху, к пороку, к разврату. Ты скажешь, это всего лишь музыка. Но посмотри же, сколько грехов она за собой ведет. Ученые доказали, что музыкальная зависимость хуже, чем наркотическая. Это медленное растление духовного мира человека. После частого прослушивания музыки человек теряет эмоциональную устойчивость. После прослушивания рок-музыки кровь в организме неспокойна, и человека тянет к насилию, к дракам и убийствам. В исламе все же есть дозволенная музыка, которая не влечет за собой греха и порока. О ней я расскажу тебе в одной из